Что иноязычные заимствования очень много в лезгинском языке, и иногда они вытесняют, потому что когда иные языки давлеют, или там идеологическое, политическое состояние, там, когда мощь государства, и они говорят на такой, значит, иностранными заимствованными языком. Действительно, там кизил, гемеш, это уже это не наш слова. Иранские, кизил, это тюркское. Вот. А я вам скажу, у нас золото по-лезгински очень просто. Даже ахтынцы говорят аяр, да? Аярия. Вот. В основе слова яру, красный. Аяр это красивый, значит красный, и в русском языке тоже есть синоним красивого красный, или наоборот. Вот. Айру гафара кахталу. Какие-то айру слова он говорит, очень редкие, весомые слова. Айру это золотой. Айр золото, древнее лезгинское айр. Аурум. Золото. А серебро вместо гемеш у нас арц. Это серебро. У северных дагестанцев некоторых даже имена есть арацил, там и дальше это серебряные. Даже были такие деньги серебряные, если знаете, да? А железо, не зря железо рак называем, и еще оружие ярак, и еще металл рак. Понимаете, многозначность одного слова железо. То есть в одно время культ железа был большим, весомым. Поэтому оттуда идет и оружие железа, да? И металл железа, и железо. То есть это такой обширный вопрос, но одним словом скажу коротко, что действительно наша лексика показывает, что в нашем языке сохранились, вот именно сохранность этих слов показывает, что мы очень древние металлурги. То есть лезгин была металлургия своя. И это доказывается месторождениями нашей лексикой. И все эти каш, кута, каузар, очень много. С другой стороны, иранцы пришли в 8 веке, 8-7 век до нашей эры, на нынешнем с севера. Но не может же быть, лезгины взяли и у турков, и у иранцев, и у арабов, они ничего не взяли. Так не бывает. В несколько сот лет соседстве у лезгинов тоже кое-что взяли. В иранском языке наши ученые пишут, допустим, заимствования, и все наши слова отдают иранцам. Даже рек, говорят, рох, это, но не знают, что рек, это означает идти по солнцу, рах потахты, рак, так и говорят, да? Вот. Потому что, когда рак склоняем, там х появляется, ракини. Вот оттуда и все. То есть, я хочу сказать, что наш язык немножко искажен в словарях. Сейчас пишут в интернете очень много ошибок. Мои друзья даже вот в Баку со мной спорят, что так. Нет, дорогие, в многих вещах вы ошибаетесь, потому что здесь нужно знать истинную этимологию слова, откуда этот идет запах, это аромат слова, его первые этимоны, откуда идут. Вот тогда можно говорить. И, значит, пока мы не будем на одном языке говорить, мы не получимся народом, единым народом. Мы хотим все быть единым народом. Ну давайте тогда поговорим на одном языке. Но это не значит, что другие языки, диалекты надо отбрасывать. Нет. Язык это как если река, маленькие речушки, это те диалекты. Язык обогащается своими диалектами. Вот нужно и диалектические словари издавать этимологические словари. Кстати, я сейчас
где-то в моем этимологическом словаре где-то около 24 тысяч слов недавно я считал. Я потихоньку пишу этимологический словарь. И я вам скажу, на первое время я тоже скептически относился к таким совпадениям, древнегреческим и латынским. И поразительно, что тысячами слов в латыни и древнегреческом наши, значит, кавказские, но в основном восточно-кавказские, то есть лезгиноязычные слова. И это не случайность, а это историческая, как говорится, закономерность, потому что у Дьяконова есть, значит, такое выражение: аларадийские народы от Кавказа до Средиземноморья. Вот эта география, эта сторона, он называет заселенные народами, близкими по языку, культуре, и называет их алародиями. То есть, спасибо за вопрос.